Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей в частном доме в пригороде Якутска. В ходе тушения пожара из дома были эвакуированы двое детей. Двухлетний мальчик и годовалая девочка, которые в момент возгорания находились дома одни. Проведенными на месте реанимационными мероприятиями мальчика спасти не удалось. Он скончался. Уже 26 мая в больнице Якутска зафиксирована смерть второго ребенка. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по затонувшему на реке Лени судну. Отмечается, что в районе затопления наблюдается нефтяная пленка. По предварительным данным, площадь загрязнения составляет 250 квадратных метров. В ходе обследования выявлен факт затопления судна, находящегося на отстое дамбы реки Ленин. Подтопление судна произошло из-за поднятия уровня воды в реке. В настоящее время уточняются объемы разлива нефтепродуктов, а также осуществляется работа по локализации загрязнений. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Около 2 часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, напал на продавца магазина. Потерпевшая рассказала, что в магазин зашел гражданин в красном спортивном костюме. То, что это необычный покупатель, она осознала после его слов. «А вы не против, если я вас порежу чуть-чуть?» При этом он подкрепил свои угрозы выпадами в сторону женщины с ножом в руке. Кассир успела позвать на помощь охранника магазина, и тот вытолкал злоумышленника за дверь. Затем о происшествии сообщили в полицию. Сотрудники полиции, получив ориентировку, искали налетчика на улицах города. Утром того же дня на автобусной остановке 17-го квартала оперативники отдела по раскрытию разбойных нападений и наряд патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Со слов задержанного, после неудачного разбоя он, будучи в нетрезвом виде, побродил по окрестностям, затем зашел в подъезд многоквартирного дома, где и скоротал ночь. Утром, оставив на лестничной площадке нож, покинул убежище. Орудие преступления обнаружено и изъято. А в отношении 26-летнего жителя Якутска возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на данный момент водворен в изолятор временного содержания. Житель Мирного осужден за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселений. Якутянин обвиняется в уклонении от административного надзора. В его отношении возбуждено уголовное дело. По информации прокуратуры, в прошлом году Хангаласским районным судом в отношении обвиняемого установлен административный надзор сроком на 8 лет с установлением ограничений. Однако обвиняемый допустил неоднократное несоблюдение административных ограничений совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Следователи задержали подозреваемых в мошенничестве в Псковской области. На данный момент продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенного в составе организованной группы, действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, а также их сообщниками из коммерческих структур. В рамках расследования уголовного дела следователи задержали 4 человек, включая сотрудника департамента тыла МВД и их бывшего коллегу. В настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолетом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове. Сейчас с ними работают следователи. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.